Нежные волны Черного моря мягко омывают берег Нового Афона, приглашая гостей окунуться в атмосферу летнего отдыха. Курортный сезон здесь – это время ярких впечатлений, солнечных дней и живого общения. Каждый уголок города наполнен ожиданием встречи новых открытий, которые делают отдых по-настоящему незабываемым. Отлично, все нравится. И люди хорошие, все. Фруктов много, тепло. У нас в Калининграде холодно. Здесь все хорошо. Приехали отогреваться. На месяц приехали. Да, Прям на целый месяц. месяц решили. Да, Я в полежать прошлом здесь, году да. была, попала как в рай. Я сказала, если есть на земле рай, то вот здесь. В 12 часов дня наша съемочная группа приехала в знаменитую на весь мир Новоафонскую пещеру. Один из самых посещаемых объектов в республике. У кассы скапливаются очереди. Все спешат поскорее приобрести билеты и попасть в таинственную карстовую полость. Просто в восторге, потому что у меня много лет назад сестра ездила, и вот она показывала фотографию, и я специально даже хотела туда спуститься. Вот. Замечательно. Мы очень довольны. Спасибо всем абхазцам, всему государству, что такие условия создаются. И мы восхищены вашими людьми, вашим гостеприимством. И то, что очень поразило, то, что вы почитаете старших. В этом году Новоафонская пещера отметила знаменательную дату – 50 лет со дня открытия как экскурсионного объекта. За эти годы здесь встретили более 20 миллионов туристов из разных стран мира. С 1 января по 10 июля 2025 года пещеру посетили 100 тысяч человек. За аналогичный период прошлого года – 96 тысяч. В принципе, ничего не поменялось. В летний сезон мы работаем каждый день без выходных с 9 и стараемся до 7, до 8, в зависимости от того, сколько людей приезжает в пещеру. В день заходит около 25-30 групп. Экскурсии в Новоафонскую пещеру комфортны и безопасны. Людей в подземный мир доставляют на электропоезде. Несколько минут езды, и перед взорами туристов открывается таинственный прекрасный мир подземного царства. По окончанию туристического сезона здесь планируют масштабные ремонтные работы по обновлению железнодорожной дороги. Уже со специалистами разговаривали, но пока тяжело сказать когда, но я думаю, что в начале 2026 года мы приступим к этим работам. В этом году закончили фасад, именно вот здесь вот правое крыло, оно оставалось, здесь его надстроили, балконы выдвинули и полностью фасад обновлен. Немало туристов и на водопаде. Здесь они наслаждаются живописной природой и местностью. Туристы приходят сюда, чтобы отдохнуть в прохладе в разгар знойного дня, сделать красивые фотографии на фоне водного потока. Очень нравится, очень красивое море, чистая природа, замечательная. Мы когда ехали, я загадала, что обязательно попробую абхазскую лодочку. Мы это все снимали, как кушали, обязательно заказали. Очень вкусные шашлыки, мясо, выпечка вкусная. Железнодорожная станция Псырцха, одна из самых живописных и популярных среди туристов мест, вновь открыла свои двери после долгого периода запустения. Она привлекает как туристов, так и местных жителей, являясь одной из главных точек притяжения. У нас очень высокая кухня, европейская, и плюс у нас бар также есть. Хорошие коктейли, смузи, напитки. Туристы предпочитают для отдыха отели среднего и высокого класса, где организовано трехразовое питание, бассейны и развлечения для детей. Среди опрошенных и те, кто остановился с семьей в частном секторе. Абхазию выбирают на 10 дней, 2 недели или месяц. В Гранд-отеле Афон 65 номеров, представлены 5 категорий, заполнено на 30-40%. В этом году немножко слабо, но мы пока списываем это на погодную сон, но сейчас стало лучше, я думаю, в ближайшее время будут еще больше туристов. Мы посмотрим, на самом деле сложно сказать. А в отеле «Грифон», который, по мнению туристов, является примером традиционного абхазского деревянного строительства с элементами современной архитектуры, заполнено 70% номерного фонда. По сравнению с прошлыми годами, конечно, не та заполняемость. Есть свободные номера. Где-то, может быть, 70%, вот так вот, заполняемость. Немалое количество туристов посещают и сувенирный рынок, чтобы по завершению отдыха привезти с собой не только яркие впечатления, но и интересные сувениры. Здесь имеются изделия ручной работы, сувениры с изображением местной символики. Я смотрю сувениры своим друзьям, с которыми общаюсь,
Купил уже магнитики, книжки, в которых все достопримечательности Абхазии. Открывашку магнитик в виде велосипеда, друг велосипедом увлекается. Большой популярностью пользуются специи, абхазский чай, мед, аджика и чача. Специи придают блюдам неповторимый аромат. Абхазский чай известен своим насыщенным вкусом и полезными свойствами. Мед отличается натуральной сладостью и высоким качеством, а аджика и чача прекрасно дополняют любые застолья. Здесь есть варианты, значит, можно заказать, отсюда привезут. Вот, и мы эти контакты все взяли, обязательно воспользуемся. В этом году сезон в Абхазии начался позже, но наблюдается постепенное наращивание туристического потока. По загрузке на сегодняшний день наблюдается небольшое отставание от прошлого года, но есть надежда наверстать упущенное в октябре и начале ноября. За период с 1 января 2025 года поступлений по городу Новый Афон налогов поступило 27,7 миллионов рублей. Если брать за аналогичный период, порядка 32 миллионов рублей поступило налогов. Если брать, допустим, по комплексу Новой Афонской пещеры, как вы знаете, это один из самых, наверное, больших у нас это налогоплательщиков в городе Новый Афон. Ну, если брать по 10, точнее, июля 2025 года, сегодня у них порядка 88 миллионов рублей поступило денежных средств. Если за аналогичный период, порядка 85 миллионов рублей. Тимур Оторба также отметил, что ситуация с объектами размещения постепенно улучшается. Несмотря на позднее начало сезона, в последние 10-15 дней наблюдается положительная динамика. Если брать в целом загрузку сегодня по городу отелей, ну, я думаю, порядка от 70 до 80%, наверное, загружены наши сегодняшние места размещения. Лето в Новом Афоне – это не просто отдых, а настоящее путешествие, полное открытия и вдохновения. Каждый, кто побывал здесь, уносит с собой частичку этого удивительного уголка, желая вернуться вновь и вновь. Шазина Ханагу, Раму Камке, Абхазское телевидение.